В 2025 году исполняется 80 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Дата юбилейная, поэтому к ее празднованию нужно подходить, объединив усилия общественных и государственных организаций, отметили в оборонном ведомстве. Согласно архивным материалам, в период Великой Отечественной войны в ряды Советской армии и военно-морского флота было призвано более 55 тысяч человек из Абхазии. Не вернулись с фронта 17 тысяч человек. Поэтому для сохранения исторической памяти важно запланировать и провести мероприятия, связанные с патриотическим воспитанием молодежи, чаще рассказывать о героях. Надо лучше, побольше концентрироваться со своими мероприятиями именно вот в этой категории учащихся, студентов. Они должны нашими преемниками быть. На сегодняшний день руководство Министерства обороны убеждено, что воспитание молодого поколения, любовь к своей родине корнями уходит в уважении к тому поколению, кто смогло защитить нашу страну, наш общий дом, который назывался Советский Союз. И те скрепы, которые у нас остались, память, необходимо доводить до молодежи, учить на примерах старшего поколения. Поэтому то, что делается здесь в Абхазии, в том числе с привлечением сил и средств Министерства обороны, это очень важно, естественно. И от имени посольства могу сказать, что, естественно, мы будем включаться в эту работу, помогать, содействовать. В школах Абхазии, по словам участников круглого стола, проводятся различные мероприятия и классные часы на тему патриотического воспитания. Таким образом, школьники рассказывают и вспоминают о своих героях-предках. Вот я приведу пример двух школ. Это школа в селе Звандрик Будаутского района и школа в селе Джирхва Будаутского района, которые развернули у себя в холлах этой школы фотографии фронтовиков, которые выходцы из их села. И я непосредственно там принял участие, я видел, как дети с таким энтузиазмом рассказывали о своих предках. Они как-то изучили весь их боевой путь. Учащихся школ и студентов привлекают и к работе с документами о без вести пропавших участниках войны. Изучая материалы вместе с учителями, они иногда узнают о судьбах своих дедов и прадедов. Помогают им военнослужащие Министерства обороны Абхазии. Понравилось нам работать с этими документами. Так мы проследили судьбу прадеда нашей ученицы. Мы нашли на него 3 карточки как без вести пропавшего. Проследив потом весь путь, мы нашли, опять же, и выработали для себя систему, как работать с этими карточками. То есть, понятное дело, что там идет на слух писали с ошибками. Да. То есть получается, что и фамилии, имена, отчество, вот в совокупности собираете документы, мы опять же установили судьбу этого героя. Сражения на Марухском, Санчарском и Клухорском перевалах во время Великой Отечественной войны – один из самых кровопролитных эпизодов, который во многом определил исход битвы за Кавказ. На местах сражений при поддержке военнослужащих Абхазии в высокогорных местностях установлены и восстановлены памятники. В следующем году планируется открыть около 10 мемориалов. Общая память – фундамент нашей дружбы между странами. Это нужно везде подчеркивать, и задача вот этой нашей рабочей группы, в которую входят и Министерство обороны, и общественники, и посольство и Россотрудничество, и Дом Москвы, именно в том, чтобы сохранить, чтобы не зря наши деды проливали кровь, сохранить эту память, чтобы каждый памятник в Абхазии, посвященный Великой Отечественной войне, был в хорошем состоянии, и к нему был прикреплен какой-то шеф, школа или администрация, или общественная организация. Вот простая задача. Я надеюсь, общими усилиями мы ее сделаем. И спасибо огромное за неравнодушие. 26 тысяч, кто говорит больше, я просто со слов говорю, людей, военнослужащих Закавказского и Крымского фронта, которые скончались в госпиталях.
Может быть, целесообразно где-нибудь на вот этих зданиях, где были госпиталя, как у нас в Нижнем Новгороде. Мемориальная доска, написано, что здесь был Ивако госпиталь, столько это находилось. Может быть, и целесообразно это будет людей привлекать. В целом Абхазия это была крупнейшая, так сказать, госпитальная база Великой Отечественной войны. Ежегодно сотрудники Музея боевой славы и Минобороны проводят экспедиции на места сражений. Цель, которую из года в год ставят перед собой участники патриотической акции – поиск останков и неучтенных захоронений советских солдат и офицеров, павших смертью храбрых во время кровопролитных боев за Кавказ. Если офицеров, все-таки, ну тогда еще командиров, прошу прощения, офицеров от 43-го года, мы говорим о 42-м, если командиров старались спускать в Сухум, хоронить с воинскими почестями, вот, например, там, недавно была обнаружена могила командира 121-го горнострелкового полка, майор Иван Иванович Аршавов, уроженец Донецкой области, то рядовой состав, ну понятно, был погребен рядом, там, да, непосредственно с местами боевых действий. Поэтому вот первый вариант — это Кухорское направление, соответственно, долина реки Кылычи и подступы к перевалу Нахар. Второе — это Марухское. Тут минус какой? Это самое труднодоступное направление, но довольно потенциальное. Несмотря на сложности, погодные условия и труднодоступность мест, проделана большая работа. Восстановлено, найдено и перезахоронено десятки останков солдат Великой Отечественной войны. Мероприятия в этом направлении запланированы и в 2025 году. Гугут Савардания, Лилиан Маршан, Ахрамичба, Абхазское телевидение.